Наша поездка в Монголию мне очень понравилась. Я доволен. Что хочу сказать, что мы набрали очень большой опыт, так скажем, социальный капитал. В целом, для меня очень такая хорошая поездка запоминается тем, что я вообще не особо знаю бурятский язык, тем более уж монгольский, знаю буквально пару слов, но когда в первые дни было страшно там в магазин условно зайти и что-то там сказать, просто как-то пальцем там тыкаешь, а здесь ты уже самано, байла, верте, уже все привыкаешь, еще несколько дней я здесь уже начну думать на монгольском, да, вот, но все равно вот это очень классно, ты привыкаешь, смотришь, что очень здорово. Уважаемые коллеги, мы сегодня с вами собрались здесь, в Улан-Баторе, по такому поводу. У нас задумка, у нас проект – это реализация идеи, посвященной 105-летию российско-монгольской дипломатии, 105 добрых дел. Завтра у нас с вами состоится в 3 часа встреча с нашими партнерами монгольская сторона, с которой мы постоянно взаимодействуем. С ребятами мы пообщаемся. Завтра главное мероприятие у нас в 3 часа дня. И послезавтра мы поговорим со студентами и со школьниками. Может быть, даже попадем в военный институт и с будущими монгольскими военными с вами пообщаемся. Работу не сделала скоро. Мы вас любим, Личика. Приезжайте к нам еще. Не, ну конечно, участник боевых действий. Так, повтори, что ты там сказал. Так, все, это мой. Они же должны знать, кто выступает. Лучше с титулом, чем без. История взаимодействия России с Монголией с 17 века по 2021 год. Что получилось из этого? Пока я не делал, я вчера отчет всю ночь делал. Но вообще Монголию я себе представлял совершенно по-другому. Мне казалось, что Улан-Батор очень похож на Улан-Удэ и Читу. Но на самом деле, когда вижу по факту, как выглядит Улан-Батор, то совершенно другая картина. То есть совершенно другая культура, совершенно другие люди. Такая поездка для меня впервые за границу, побывать в Улан-Баторе, когда-то задумывался об этом, что когда-нибудь точно там побываем, съезжу. Интересно, что произошло это именно от университета, да, нас пригласили, сказали, что вот можно попробовать съездить, выступить со своим докладом, и это необычный опыт выступать для молодежи Монголии, да, рассказывать что-то. Непривычно, когда ты обычно в России выступаешь, и там задают дальше вопросы, а здесь ты выступаешь, и потом это переводит, да, какую-то часть на монгольский. Хоть и выступаешь долго, но это супер непривычный опыт, и даже как-то, правда, запоминается надолго. Проводниками, которые помогали вести экспедиции в далекую тогда и волнующую Монголию. Я буду говорить на народном языке, а наш доктор Тохлов будет переводить на русском. Если она допустит ошибку, я буду поправить. Российско-монгольское сотрудничество начинается с 1921 года, когда было заключено первое соглашение. Нам было отрадно участвовать в данном проекте. Когда мы приехали, нас гостеприимно встретили, разместили. Мы выступили с научными докладами, также послушали доклады научных исследований научных
писателей Монголии. Филология, студенты изучают А, иностранные языки, английский, немецкий. Потом мы познакомились и поработали со школьниками. Со школьниками мы рассказали про вузы Республики Бурятия, куда они могут поступить, какие у них есть привилегии, как они могут поступить. Все прошло здорово. Где сердце отчизны в родимых просторах, где гордость рождается в смелых сердцах, а в каждом дыхании живет до конца славное имя бойца-казака. Самбайну, дорогие наши монгольские ребята, я, Игумнов Павел Геннадьевич, я приезжал осенью вот к вам. Я родился в Улан-Баторе. Мои родители были строители. Очень интересно общаться с монголами, с монгольскими школьниками, потому что у них другой менталитет. И вообще видно, что у нас есть какое-то притяжение с монголами, у России, с монголами. И эту дружбу нужно сохранять, укреплять. Какое слово? Дружба. Что? Ручка. Ручка? Дружба. Ручка? Да. А, дружба. Дружба. Понравился сам город, очень красивый, монголы, очень дружелюбные. Хоть мы их не понимали, но по ним было понятно, что они дружелюбные, обычные люди. Планета? Что, готово? Да. Ты так фотографируй? Хорошо. Там презентация книги «Великий Путин». This is the first floor. The door is opening. Мы приехали к вам из России, Республики Бурятия, города Улан-Удэ. Было очень интересно посетить новую страну, было очень интересно посетить новую культуру, познакомиться с молодежью, познакомиться со школьниками, так и со студентами. Одно слово, на которое нужно будет свою ручку убрать, а вот эту ручку поймать палец своего соседа. Энэ гараа аваад нөгөө поймать ручку соседа, да? Тэгээ хуршийнхаа гараа авах юу? Гарыг ингээ барих юм байна. Теперь скажите, сейчас мы с вами покажем. Сейчас покажем. Репетиция. Эхлээд үзүүлнэ гинэ заа юу? Эхлээд үзүүлээ заа юу? Тэгээд үзүүлсний дараа ингээд тогтоом хийх заа юу? За. Допустим, словом будет «Россия». За, эсвэл ингээ Россия, Орос гэд хэлэх юм байна. За, Россия гэд хэлнэ. За. Китай, Корея, Россия. Оп, не убежал. Очень необычный опыт. И самое главное, что мы плодотворно поработали, посотрудничали, провели работу с налаживанием связи между нашими университетами, получается. И в данном случае могу лично мое мнение высказать о том, что это было очень классно и было здорово. Вареники, бухлер. Бухлер, бузы. Сейчас нужно разделиться на себе найти пару. Коридор. Теперь вы у нас здесь остались. Вы сейчас встаете, ты ее так берешь, и вы сюда в коридор пробегаете и бежите. Все. Бежишь в коридор с ней. Бежишь. А вы сюда подвигаетесь. Ребята, сюда двигаемся. На один шаг сюда двигаемся. Все сюда. Все. Потом вы бегите. Двигаемся. Двигаемся, ребят, сюда. Во. Министрліктің жегеген
Чигадан бүгдээрээ намууд өгөөч ирээд төлөөрөө чирүүлээ тамаа коммунизмын музей манай хүрээнд хүрээдэр үлгэр шигэд амьдарч ин ах нартаа талархан годмын гудамар өглөөний талхан далаалахтаа кашанташ цадаагүй хүүхдүүд нь ор ташин тхан пошент норцоор мандон бензин бандашанта цадаа дохин бууны хөдөн өмөр цохонд тушаал өгсөн даргын гарын дохир хүзүн догин зарим нь дуучин бүр рэпер зарим нь бүр бүхин дивчэнд мимис жохондоо тарны зам нойлсон жий. В целом интересно было посетить и военный университет, колледж, да, в котором мы побывали, посмотреть технику. Интересно, что вся техника, она именно российская. Вот, но все равно то, что нас туда пропустили, что мы там везде все посмотрели, познакомились, это тоже очень классно. Мы сейчас готовимся к отправке на полигон настоящий, поэтому у нас идет подготовительная работа во всех сферах. Да. Как вы уже заметили, мы пользуемся российскими военными оборудованием и техникой. Значит, мы на полигоне проводим занятия на Т-72, а тут находится Т-55, потому что мы тут обучаем. Да. 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 С 2011 года начались учения в Дархане и потом в Селенгийском Аймаке, и мы там участвуем постоянно. Значит, мы сейчас находимся в учебном центре артиллеристов, и они тоже готовятся к отправке в полигон, и поэтому они сейчас готовят технику. Так, мы сейчас увидели других курсантов там, в центре, а это еще остальные, да, ну, другие. Они проводят практику на месте. А это 이누구는 한테는 이코는 없애고 한테고. Так, это все российское оборудование, тоже вот как там, вот тут, да, российское оборудование. Так, мы сейчас выйдем как раз вот те оружия, которые пользовались в 1945 году и 1939 году. Вот именно, которые принесли победу. Значит, 10% это получается, они, конечно, не занимаются артиллерией или танками, да. Но есть вот те, которые обязаны вот там бухгалтерию вести или еще что-то, другие специальности. Вот там учатся девушки. Я думаю, что такие проекты у нас будут ежегодные. Но, как бы повезет, не повезет, конечно, это же грантовая основа. Вот, но тема очень интересна для нас. Мы хотим свое присутствие здесь иметь, Забайкальское казачье войско. Вот, и молодежная казачья организация Забайкальского войска. Мы хотим быть здесь, то есть хотя бы периодически, эпизодически. Вот, и мы на вас рассчитываем как на наших партнеров.